Седьмая обязанность благонравной жены – расчетливость. На женщин возложено ведение домашнего хозяйства, то есть выполнение работы по дому и приготовлению пищи. На женщин возложено ведение домашнего хозяйства, то есть выполнение работы по дому и приготовление пищи. Благонравные женщины в домашних делах бережливы, избегают излишеств и напрасной траты имеющихся средств и имущества. Очевидно, что ежедневные нужды семьи, если нет постоянного источника дохода, требуют наличия определенного материального состояния и имущества. Ведь умерший нуждается в саване, а живущий – в средствах для удовлетворения жизненных потребностей. Не зря говорили мудрые, что отвечать перед Всевышним Аллахом за данное богатство лучше, чем, будучи бедным, просить у людей, и что лучше умереть, оставив богатство врагам, чем жить, прося у друзей. И нынешнее время таково, что богатство почетно, а нищета презираема. Обычно основные расходы по домашнему хозяйству находятся в ведении хозяйки, поэтому муж должен постоянно контролировать их. Сколько бы ручей ни тек через решето, оно никогда не наполнится. Сколько бы муж не зарабатывал денег, если жена небережливая, их не хватит. В народе говорят, что насколько щедрость украшает мужчину, настолько она непристойна для женщины. У женщины, знающей цену богатству, на учете каждая крошка хлеба. Без надобности она не отрежет лишний ломоть, никогда не выкинет недоеденные корки хлеба, никогда не разрешит детям бросаться кусочками теста, высыпать остатки муки. Сколько труда вложено в эти неприметные крошки хлеба. Кто-то на земле страдает от голода. И то время, когда в мире немало людей, готовых отдать все, что имеют, за чашку воды и кусок хлеба, очень легкомысленно такая небрежность к хлебным крошкам. Затаптывать ногами щепки и обрезки дерева, пригодные для топки, без нужды расходовать дрова, спички, керосин, топить печь, надолго оставлять открытыми двери и окна в холодную погоду, перекладывать на других то, что под силу самой, примеры явного расточительства, излишества из реальной жизни. Если те же дела будут совершаться без лишних трат, из них можно извлечь прибыль, равную прибыли небольшого магазина за год. Отсюда следует, что бережливость – это большой подарок судьбы и опыт. Благонравные женщины всегда будут помнить об этом. «Ноги вытягивай сообразно своему одеялу». Эти слова возьмут себе за правило благонравные женщины, приобретая одежду и украшения. Они не будут забывать, что жизнь продолжительна. Находить пропитание не так просто. Гнаться за модой, соревноваться в приобретательстве с богатыми, значит открывать дверь излишеству. Расточительством не достигнешь богатства. Достаток, потраченный раз и навсегда, вновь не вернется. Вне сомнения, если женщина плохая хозяйка, то ее муж вынужден день и ночь всеми доступными путями добывать деньги. И этот несчастный муж пропадет, будучи обреченным на лишение в этой жизни и в вечном мире. Не оставит он после себя доброго имени, пропадет без следа, как брошенный в воду камень. В старину праведные благонравные женщины, следуя этой мудрости и желая уберечь своих супругов от подобного позора, довольствовались самым малым. Провожая утром мужей на работу, они напутствовали их: «Не добывай запретное. Голод мы переживем, но не стерпим огонь ада». Наверное, и сегодня в огромном мире
созданном Всевышним Аллахом, живут такие благонравные женщины. Быть мужем такой женщины лучше, чем быть правителем целого государства. Но достаются и другие жены честным мужчинам, благодарным Всевышнему уже за то, что они не голодны и не разуты, а жена, зная, каким трудом и потом достаются деньги ее мужу, тратит их на пустяки или бросает, не принимая подаренные ей вещи, угощения или не храня отложенные на черный день средства, приобретает лишние украшения и одежду. Пропал муж такой женщины. Если подобная женщина не внемлет назиданиям мужа и не остановится, то жизнь с такой женой равносильна вхождению вместе в гиенну. Да убережет от этого Всевышний Аллах. Из сказанного следует, что как обязательно для каждой женщины получение знания по религии также жизненно необходимым является обучение ее ведению домашнего хозяйства, домашней экономики, разумному применению полученных навыков. Не зря говорят, что дом, в котором живет умная и хозяйственная женщина, никогда не пропадет. Дети, мать которых благоразумна, не сгинут.